Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Президент Рауль Хаджимба провел расширенное заседание Совета безопасности по вопросу организации осеннего призыва, в котором приняли участие главы районов и городов республики. Военный комиссар Беслан Тарба отметил наличие трудностей в выполнении плана призыва. Было подчеркнуто, что для успешного проведения призыва необходимо тесное взаимодействие всех органов государственной власти, организаций и учреждений, участвующих в мероприятиях по подготовке и проведению призыва. Президент поручил главам администрации районов и городов обеспечить координацию деятельности призывных комиссий органов внутренних дел и лечебных учреждений. В качестве предложений на заседании была озвучена возможность изменения порядка предоставления призывникам отсрочки для продолжения образования в высших учебных заведениях. А именно, предложено предоставлять права на получение отсрочки от призыва на военную службу до завершения обучения на первом курсе. При этом установить срок службы в 1 год. В республике остается сложная ситуация с лесными пожарами. Несмотря на то, что сотрудники МЧС мониторят обстановку, с каждым днем появляются новые очаги возгораний. Смотрите репортаж, подготовленный пресс-службой спасательного ведомства страны. В республике остается сложной. Всю минувшую ночь сотрудники МЧС Абхазии мониторили обстановку в местах возгорания в Гагарском и Ачамчирском районах. Однако локальные очаги возгорания возникли и в других районах республики. В частности, в селе Атхара Гудаутского района. Огонь там распространился стремительно, угрожая частным домовладениям. Однако усилиями сотрудников МЧС данная угроза была ликвидирована. Пламя удалось остановить на расстоянии 50 метров до одного из домовладений. Огонь отступил в горную часть села. телефон ханас МЧС ашпара дота мютыком дзугафар хавен начкунца ерым зермаруга я машина ларгылана я ухо шанз шанза абре хадгылана хайзыш бөпш хайныш бөги хамас ханхарак хомрак я чейктер я иктер хабушит. Очаги возгорания угрожали частным подворьям и в поселках Бзып и Цандрипш Гагарского района. Однако пожарным удалось ликвидировать огонь и здесь. Сотрудники МЧС борются с лесными пожарами также в Ачамчирском и Галском районах. Вторые сутки продолжается тушение огня в окрестностях села Акапа Сухумского района. Работе спасателей оказывают посильную помощь местные жители. Основная причина пожаров, по словам руководства МЧС, человеческий фактор, что и привело в последние дни к резкому увеличению числа лесных пожаров. Лесные пожары в последнее время нередкое явление в нашей республике. Устойчивая теплая погода и практически полное отсутствие осадков способствует распространению огня и расширению площади пожаров. И, как говорят специалисты, единственная возможная причина возгораний – человеческий фактор. Данные о первых очагах возгораний в селе Акапа поступили на пульт дежурного МЧС Сухумского района 21 декабря. Затем очаги возгораний были замечены и в других районах республики. По словам специалистов, к счастью, горят не деревья, а подлесок, так называемый низовой пожар. Гальский район, село Ликухона, Учамчирский район, село Гвада, Сухумский район, село Акапа, Гудаутский район, село Атхара и Гагаринский район, село Махадыр. Ориентировочные площади возгорания, значит, везде по-разному, но от 3 и до 70 гектаров. В Ачамчирском районе, по данным оперативной сводки, с места происшествия, с места пожара, наблюдается очаг пожара в районе 70 гектаров. Ситуацию усугубляет тот факт, что пожары бушуют в труднодоступных местах, до которых пожарникам и технике очень сложно добраться. Однако сотрудники МЧС делают все возможное,
возможное, чтобы огонь не распространился на жилой сектор. Спасателям приходится пешком преодолевать около 5-6 километров, прежде чем приступить к тушению пожара. На сегодняшний день силы и средства подразделений территориальных органов управления МЧС Республики Абхазия задействованы в тушении пожаров. С учетом сложности рельефа данной местности специальным пожарным автомобилем затрудняется возможность прибытия к месту очага, и в связи с этим тушение производится подручным способом. Напомним, что в ноябре текущего года ситуация с лесными пожарами была намного сложнее. Тогда, благодаря оперативным действиям и быстрому согласованию взаимной работы с МЧС России, удалось избежать дальнейшего распространения огня. По запросу МЧС Абхазии из России прибыл вертолет Ми-8, а также самолет Б-200 «Амфибия». Специалисты утверждают, что и тогда, и сейчас единственно возможной причиной возгорания является человеческий фактор. Ввиду влажного климата нашей республики вероятность возникновения естественных пожаров в лесах равна нулю. Поэтому МЧС Абхазии настоятельно призывает соблюдать все необходимые правила поведения в лесу. Обращаясь к гражданам, хотелось бы, конечно же, отметить, чтобы не пренебрегали правилами профилактики возникновения пожаров в лесных массивах. Значит, в первую очередь это непотушенный окурок сигареты, разведение костров и оставление костров без присмотра, оставление на солнце бутылок пустых, пластиковых, стеклянных, в связи с из-за чего может произойти фокусирование солнечных лучей, естественно, с учетом такой устойчивой жаркой погоды может произойти загорание. Зачастую пожары возникают не только на территориях лесных угодий, но и в сельской местности. МЧС Абхазии также призывает граждан, проживающих в селах, быть крайне осторожными и соблюдать все меры безопасности во время сжигания на приусадебных участках бытовых отходов, сухой травы и кустарников. По статистике МЧС Абхазии за 2019 год зарегистрировано 405 случаев возгорания в лесах и на полях Абхазии, что на 31% больше по сравнению с предыдущим годом. Министр иностранных дел Абхазии Даур Ковю направил поздравительную ноту в адрес министра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталия Игнатьева по случаю празднования Дня Конституции ПМР. Как отмечается в ноте, принятие основного закона страны продемонстрировало непоколебимую волю приднестровского народа жить в суверенной независимой стране. Опираясь на закон, закрепивший фундаментальные основы строительства и жизнедеятельности государства, республика уверенно развивается и идет вперед. Даур Ковю выразил уверенность, что и в дальнейшем Конституция будет служить главным ориентиром в жизни страны. В Сухуме начал работу бизнес-форум «Абхазия-Крым». В его рамках прошел круглый стол под названием «Диалог Бизнес-Крым». Абхазия, развитие торговых отношений. Организатор мероприятия – Фонд международного делового сотрудничества, Торгово-промышленная палата Абхазии, Министерство экономического развития Республики Крым и Южный региональный центр поддержки экспорта. За работой круглого стола наблюдала Эсма Гуланция. Последние 5 лет Абхазию и Крым связывают не просто дружеские отношения, но и активно развивающиеся партнерские. Круглый стол, диалог бизнеса Крым-Абхазия, развитие торговых отношений – еще одно подтверждение этому факту. Очень большой интерес в экономическом плане, и мы очень хотим поддержать вашу республику и поддержать весь ваш потенциал, который у вас есть, ну и использовать возможности экономики Абхазии для дальнейшего тесного сотрудничества. Может, мы создадим какие-то совместные предприятия, может быть, еще что-то. Вчера открылся железнодорожный мост в Крым, то есть теперь грузы будут идти, и люди будут ездить не на пароме, не на самолете, а по железной дороге. Сотрудничество между двумя республиками набирает обороты. Уже на постоянной основе в рамках заключенных договоренностей работает совместная Абхазо-Крымская межправительственная комиссия, на заседаниях которой обговариваются не только реализованные проекты и мероприятия, но и обсуждаются перспективы двусторонней работы. Мы находились с рабочей поездкой в составе абхазской части межправкомиссии в Симферополе. Провели очередное заседание, второе по счету заседание межправкомиссии. Думаю, что работа была проведена плодотворная. Мы подводили итоги первого года сотрудничества. Есть, конечно, у нас результаты. Мы
с удовольствием отмечаем, что у нас складываются очень добрые партнерские отношения. И надеемся, что этот процесс у нас будет непрерывный. Одним из важных направлений развития сотрудничества участники круглого стола видят расширение возможностей для представителей бизнес-сообществ двух республик. В рамках нашей бизнес-миссии, которую мы будем осуществлять в Республике Абхазия, наши представители бизнеса, представители предпринимательской деятельности найдут точки соприкосновения с представителями бизнеса Республики Абхазия и что скажется на социально-экономическом развитии наших республик. Участники круглого стола обсудили перспективы объединения Крыма и Абхазии в сфере туризма. Координатор проектов «Пусть всегда будет солнце» и карты гостя Крыма и Севастополя Елена Юрченко призвала развивать дружбу и консолидацию в этом направлении. В этом году дети Абхазии абсолютно бесплатно со своими родителями в рамках тура знакомства с Крымским полуостровом. И вот когда дети приехали к нам в Крым, увидели все наши достопримечательности, увидели людей, увидели тотальнейшую безопасность и радость, конечно, я думаю, это была наша общая победа. И я абсолютно уверена, что это направление нам нужно продолжать и привозить к вам крымских детей, то, чем мы сейчас и будем заниматься, а, безусловно, абхазских детей, школьников привозить в Крым. Свои услуги презентовали и присутствовавшие на круглом столе абхазские предприниматели. В данное время, значит, занимаемся мы тоже строительством, но уже не в государственной сфере, а в частном бизнесе. Также, как он упомянул, что инертные материалы, если будет возможность и нужда, Крыму мост уже построили, и поздравляю с чем, но еще мостов много, не таких больших, но коротких, которые соединяют два берега. Мы готовы производить, поставлять. У нас и силы, и возможности есть у нас специалисты, которые могут работать. Бизнес-форум «Крым-Абхазия» будет работать в Сухуми 2 дня, а проведение следующего форума планируется в Крыму. Эсма Гуланзе, Артур Каланди, Абхазское телевидение. В Абхазской государственной филармонии детям подопечным благотворительных организаций и фондов показали новогоднее представление. Финансовую поддержку в организации мероприятия оказал президент. После представления Рауль Хаджимба принял детей в администрации. Глава государства поздравил ребятишек с наступающим Новым годом, пожелал здоровья, добра и мирного неба. Приближается Новый год, а значит и новогодние каникулы. Ежегодно в нашу страну приезжает немало туристов, чтобы встретить здесь праздник и отдохнуть. Не по-зимнему теплая погода, разнообразная и насыщенная красками природа привлекают туристов в это время года. Они приезжают сюда не только отпраздновать Новый год, но и восстановить духовные и физические силы. Еще одно преимущество зимнего отдыха в Абхазии – относительно низкие цены по сравнению с летним периодом. Гостиницы и пансионаты, а также рестораны Абхазии готовят для посетителей развлекательной программы. В последнее время также стали популярны так называемые экскурсии одного дня, когда туристы приезжают в Абхазию на один день, чтобы посетить знаменитые достопримечательности нашей страны. На новогодние праздники, по предварительной информации, полученной от наших ательеров, бронь составит около 70–80%. Также на домах, отдыхах и пансионатах подготовлены новогодние программы для наших гостей. Помимо этого, наши экскурсионные организации ожидают большой наплыв экскурсантов-однодневок на новогодние праздники. С 1 по 15 января ожидается большой наплыв экскурсантов, которые посетят наши экскурсионные объекты. Также наше ведомство продолжает активную работу в преддверии нового летнего курортного сезона. Мы готовимся принять участие в большой международной выставке МИД, которая будет проходить в марте месяце в Москве. Мы хотим, пользуясь случаем, пригласить наших ательеров принять участие и прорекламировать себя на данной площадке. Свои заявки они могут оставить у нас на почте Госкомитета. Тур
Туроператор ООО «Черноморские круизы» 24 декабря открыл продажу путевок на морские круизы в Абхазию на лайнере «Князь Владимир». Об этом сообщается на портале «Кубанские новости». В 2020 году лайнер «Князь Владимир» зайдет в порт Сухума 6 раз. Уже определены точные даты заходов 3 и 31 мая, 28 июня, 26 июля, 23 августа и 20 сентября. При этом маршрут лайнера при введении в график столицы Абхазии немного изменится. Из Сочи теплоход «Князь Владимир» проследует в Сухум, затем в Новороссийск и Севастополь, после чего вернется в Сочи. Военно-исторический проект возвращения имени продолжает свою работу в Абхазии. Соратник видного политического деятеля Нестора Лакоба Василий Агарба был репрессирован в 1938 году. Его судьба до сегодняшнего дня была неизвестна. И вот благодаря проекту архивные документы Василия Агарба найдены и переданы семье. Подробности в репортаже Сарии Кварцхелия. Василий Агарба родился и вырос в селе Мгудзырху Гудаутского района. Окончил местную школу, в которой затем долгое время работал преподавателем. Сегодня сельская школа с гордостью носит его имя. Василий Александрович был председателем правления Абпромсоюза, наркомом легкой промышленности. Но в 1938 году, став жертвой сталинского террора, был репрессирован. И вот спустя столько лет, благодаря проекту возвращения имени, были найдены архивные документы от 1921 года, в которых описывается оценка его деятельности. Когда мы узнали, что у нас есть возможность получить архивные документы Российского государственного архива социально-политической истории, это бывший архив ЦК КПСС, который находится в том же здании, где он всегда и находился, в Институте марксизма-ленинизма в центре Москвы на Тверской, мы увидели там документы, посвященные Василию Агарба. Это документ Российской коммунистической партии большевиков, в котором описывается оценка деятельности такого большевика, как Агарба. Этот документ всегда был закрытым, редким, и семья к нему, и все доступ не имели. Василий Александрович был активным участником борьбы против грузинского меньшевистского засилья в Абхазии. В советский период находился на ответственных должностях. Был председателем Ревкома, затем исполкома Гудаутского района. Я обсуждаю дарит его пароход. А вот еще гамарачок, иншер гология убарт, а хоть пуржахана, а джагоб, а джаржихно пара, уртурок хдрот. Уникальные архивные документы были переданы школе села Мгудзырху. А учащимся рассказали о тяжелой судьбе Василия Агарба. В этот же день состоялась встреча с внучкой Василия Александровича Майей. Ей также были переданы копии архивных документов. Майя поблагодарила организаторов военно-исторического проекта возвращения имени и пожелала им удачи в поисках красноармейцев из Абхазии, о судьбе которых ничего не известно. Сария Кварцхелия, Адам Арджения, Абхазское телевидение. 25 декабря состоится очередное заседание Кабинета министров. В повестку дня вошло более 30 вопросов, 15 из которых касаются кадровых назначений. Члены правительства планируют утвердить порядок выплат компенсаций за использование личного автотранспорта в служебных целях, внести изменения в положение о Министерстве финансов, утвердить положение госкомитетов по статистике, курортам и туризму и госуправления по энергетике, транспорту и связи. В завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, 25 декабря в Абхазии ожидается пасмурная погода. Днем преимущественно без осадков, вечером возможен дождь. Температура воздуха ночью 8-13, днем 13-18 градусов. Температура морской воды 13 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.